Рэй Равилович, добрый день! У нас сегодня начинаются долгожданные игры полуфиналов, и провести мы их хотим в Национальном музее Республики Татарстан. Как вам это место? Национальный музей – это главный музей нашей республики. И смена обстановки для них будет что-то новенькое. Но я приготовил небольшой сюрприз. Не только смена обстановки, но и смена ведущего. Ведущим сегодня будет наш один из ведущих ученых нашего института. Это Ленар Фергатович. Очень надеюсь, что ребятам он очень понравится. Добрый день, уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие участники! Рад приветствовать вас на 5-м сезоне историко-культурного конкурса «Тархан», организованного Министерством культуры Республики Татарстан. Напоминаю вам, что победители нашего конкурса имеют прекрасную возможность стать студентом одного из старейших вузов нашей страны, Казанского университета, по профилю истории тюркских народов, Института международных отношений, истории и востоковедения. Сегодня у нас стартуют игры 1/2 финала. Итак, представляем главных участников нашего конкурса. Айгуль Хайруддинова, Сабинский район, Амелия Галиуллина, Апастово, Алина Гадельшина, город Казань, Максим Сергеев, Камские поляны, Тимирхан Гельмеев, город Казань и Артур Сайфуддинов, город Казань. Ну и, как известно, ни один конкурс не обходится без экспертного сообщества, и поэтому с удовольствием представляю наших дорогих экспертов. Айрат Шамилевич Файзрахманов, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан. Альбина Раисовна Файзуллина, заведующая кафедрой исторического и обществоведческого образования Казанского федерального университета. Чулпан Хамитовна Саматова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, отечественной истории и архивоведения Казанского федерального университета. И Марк Рустамович Шишкин, заведующий Дом-музея имени Ленина, член Общественной палаты Республики Татарстан. Ну что ж, ребята, как ваше настроение? Все отлично. Прекрасно, все хорошо. Боевое настроение. Здесь хотелось бы обратить внимание на том, что мы находимся в здании Национального музея Республики Татарстан. Тема полуфинальных игр – это культура народов Среднего Поволжья 18-20 столетий. Ребята, должен вам напомнить правила первого тура. Перед вами находятся планшеты. На планшетах появятся вопросы с 4 вариантами ответов. Первый вопрос. Назовите имя известного татарского поэта 18-19 веков, автора поэмы «Гавариф аз-Заман», просвещенной эпохи, труды которого оказали влияние на формирование джадидского направления татарской общественно-политической мысли. Варианты ответов: Хибатулла Салихов, Габдрахим Утазымяни, Мифтахеддин Камалиддин углы Акмулла и Габдальджаббар Кандалы. Так, все участники дали свои ответы. Артур, какой вариант ответа вы выбрали? Я выбрал 3-й вариант ответа. Он жил достаточно близко к периоду расцвета джадидизма и мог как раз-таки повлиять своими произведениями на его развитие. Тимирхан, какой вариант ответа выбрали вы? Я выбрал 2-й вариант ответа. Честно, не очень сильно помню, но как-то логическим путем. Тимирхан абсолютно прав. Правильный ответ – Утазымяни. Правильно ответили Тимирхан, Алина и Максим. Итак, 2-й вопрос. Кто был организатором татарской театральной труппы «Нур»?
Габдулла Кариев, Карим Тинчурин, Сахибжамал Гизатуллина-Волская, Валиулла Муртазин-Иманский. Так, и теперь обратимся к Максиму. Я выбрал вариант номер 1 Габдулла Кариев. Здесь в этот раз мне помогла моя интуиция. Спасибо, Максим. Артур, ваш выбор. Я выбрал вариант номер 2, Карим Тинчурин. Я выбирал между первым и вторым вариантом, потому что это оба самых известных театралов татарских начала 20 века. И я вот решил, что все-таки Карим Тинчурин. Хорошо, действительно, они у всех на слуху. Алина. Я выбрала также Карима Тинчурина, также выбирала между Габдулла-Кариевым и Каримом Тинчуриным, но все-таки выбор пал на Карима Тинчурина. Правильный ответ — Сахибжамал Гизатуллина-Волская, одна из первых вообще в мусульманском мире актрис. И она не только прекрасной актрисой становится, но и прекрасным администратором. Одна из лучших театральных труп. Причем российские театралы отмечают появление среди мусульманских народов театрального искусства и высоко оценивают деятельность этих театральных труп. Да, и этот комментарий будет нашим участникам очень полезен, потому что, к сожалению, никто не сумел дать правильный ответ. И переходим к третьему вопросу. В 1939 году премьерой оперы Назиба Жиганова был открыт Татарский оперный театр. Как называлась эта опера? Алтынчаш, Ирек, Хашкан, Шагырь. Так, обратимся к Амелии. Какой вариант ответа выбрали вы? Я выбрала первый вариант ответа, но как будто я про это читала и вот таким образом запомнила. И Алина. Я выбрала третий вариант ответа, потому что вроде бы, когда я читала первую как раз оперу, поставили «Кашкан Беглес». Спасибо, Алина. Уважаемые эксперты, ваши комментарии. Это Кашкан, беглец. Хотелось ответить, возможно, Алтынчаш, да, потому что одно из известных произведений, но именно Кашкан, беглец, с него началась история татарского оперного театра в 1939 году. Спасибо, Айрат Шамилевич. Правильный ответ у нас дала только Алина. И переходим к четвертому вопросу. Этот российский, советский актер и кинорежиссер, автор известных художественных фильмов «Место встречи изменить нельзя», «10 негритят» и другие, является выпускником геологического факультета Казанского государственного университета. Варианты ответов: Алексей Владимирович Баталов, Леонид Алексеевич Филатов, Станислав Сергеевич Говорухин и Александр Викторович Ивановский. Максим, какой вариант ответа выбрали вы? Я выбрал вариант номер 3 Станислав Сергеевич Говорухин. Поясните, почему Фильмы именно мне, этот конечно, известные, но вот актера было тяжело, конечно, вспомнить. Но, насколько помню, это был Говорухин. Алина, Я выбрала первый вариант, это Алексей Владимирович Баталов. Ну, больше опиралась на интуицию. И обратимся к Тимирхану. Я выбрал второй вариант ответа, тоже по интуиции. Конечно, и Баталов обладает харизмой, и Филатов уроженец Казани, но правильный ответ здесь Станислав Сергеевич Говорухин. Если вы сейчас, выйдя из Национального музея Республики Татарстан, пройдетесь по нашей прекрасной улице Кремлевской, то через квартал есть здание Института геологии Казанского федерального университета. И на этом здании XVIII века как раз-таки установлена мемориальная доска Станиславу Сергеевичу Говорухину. Большое спасибо. И переходим к последнему вопросу. Основа всех национальных костюмов, как мужских, так и женских, народов Среднего Поволжья и Приуралия – это кафтан, штаны, рубаха и камзол. Артур, основа костюма. Я выбрал вариант 2 штаны, а камзол является больше европейской одеждой, рубаха – одеждой русского крестьянина, а кафтан все-таки являлся достаточно таким недешевым предметом одежды. Действительно, кафтан был очень дорогой, а рубаха у многих народов присутствовала. Я сейчас и не вспомню, у кого их и нет. Я тоже выбрала третий вариант ответа, потому что где-то я читала, что надевали именно чистую рубаху. Ну, радует то, что большинство ребят ответили правильно. Действительно, основой, именно основой всех национальных костюмов, и мужских, и женских, является рубаха. Если вы обратите внимание на
представлен костюм, сарафан под сарафаном рубаха. На этом вопросы первого тура у нас завершены. Алина набрала 11 баллов, Максим 8 баллов, Тимирхан 6 баллов, Амелия 3 балла и Айгуль 3 балла. Ну, Артуру пока не удалось набрать баллы. Итак, вот в рамках второго тура перед вами 4 категории вопросов: поэты и писатели, художники и скульпторы, 3-я категория музыка и 4-я театр. Право выбора первого вопроса по итогам первого тура заслужила у нас Алина. Я хочу выбрать поэта и писателя 7. Внимание, вопрос. Этот известный чувашский деятель культуры, просветитель, перевел на чувашский язык книги для чтения Льва Николаевича Толстого, произведения Александра Сергеевича Пушкина, Крылова, Некрасова, выпустил букварь для чуваш, был руководителем Симбирской чувашской школы. Назовите его имя. Алина. Я читала про чувашского деятеля, это Яков Яковлевич, возможно, он. Иван Яковлевич Яковлев, совершенно верно. Кроме того, что он чувашский просветитель, он уроженец Республики Татарстан, Кашкиново-Тимбаево. Это сельский населенный пункт в Тетюшском районе. Действительно, один из выдающихся уроженцев Республики Татарстан. Спасибо, Марк Рустамович. Алина, и далее вы делаете выбор. Давайте театр 7. В 1984 году этот спектакль Татарского академического театра вышел на экраны всего Советского Союза. Его показали по центральному телевидению. О каком спектакле идет речь? Айгуль, пожалуйста. Я думаю, это пьеса, спектакль Туфана Минулина «Эльдермштейн Эльдермен». А вы сами смотрели этот спектакль? Пока нет. Я хотела бы прокомментировать. Действительно, такой, знаете, знаковый спектакль «Легенда». К сожалению, вы не видели, ребята, но у вас есть уникальная возможность посмотреть этот спектакль вновь. Он вышел в нашем театре Камала. Посмотрите, я думаю, вас он порадует. Спасибо, Альбина Раисовна. В 1984 году еще это здание театра, старое здание театра Камала, это здание по улице Горького, в нем потом располагался театр Тинчурина. На этой небольшой сцене центральное телевидение снимало этот спектакль, и это стало действительно событием именно в 1984 году. Ну, по крайней мере, вся татарская интеллигенция гордилась тем, что этот спектакль показывает по центральному телевидению. Айгуль, вам право выбора. Давайте художники и скульптуры за 5. Назовите имя одного из основоположников профессиональной татарской живописи, скульптора и графика XX века, который в 1923 году проиллюстрировал поэму Габдуллы Тукая «Шурале». Баки Урманче. Это величайший наш художник, скульптор, который делал очень много по произведениям татарских поэтов, татарских писателей. Тимирхан абсолютно прав. О нем можно говорить бесконечно. Это и скульптор, и художник. Ребята, когда будете гулять по Казани, на улице Большая Красная есть сквер имени Баки Урманче, и там памятник ему. Так вот, он сидит, важно, опершись руками на некий такой деревянный, пень назовем, да, то есть заготовка для будущей скульптуры. Обойдите эту скульптуру, и вы увидите, что там лицо того самого Шурале проглядывает. Это он работает как раз над своим тукаевским комплексом. Спасибо, Марк Рустамович. Тимирхан, пожалуйста. Давайте театр 5.
Пьеса «Кызганыч бала» турецкого автора Намыка Кемаля впервые была представлена на татарском языке 22 декабря 1906 года. Назовите известного драматурга, который сделал ее перевод на татарский язык. Пожалуйста. Может быть, Халяскар Камал? Галяскар Камал, правильный ответ здесь. В целом его наследие и хранится в разных музеях. Ну и, конечно же, прекрасный дом. Один из самых красивых деревянных домов старой татарской слободы. Это дом Галяскара Камала. Спасибо, Айрат Шамилевич. Получается, Айгуль у нас дала правильный ответ. А право выбора переходит к вам. Пожалуйста. Может, художники скульптуры Заси? В семье художника Ивана Ивановича Шишкина любили музыку, увлекались поэзией. Кроме того, отец художника построил первый водопровод в городе Елабуга. Какое еще увлечение своего отца Иван Шишкин запечатлел в одной из своих картин? Может быть, он увлекался историей, археологией? Это археология, и мы на картине видим как раз одно из наших самых, наверное, известных, да, мест в Республике Татарстан, части нашего знаменитого Булгара. Конечно, он занимался археологией. На правах однофамильца замечу, что отец великого художника, он был один из тех, кто способствовал сохранению знаменитого елабужского городища, а Иван Иванович Шишкин еще на одном из полотен зафиксировал Ананинский могильник. То есть это еще одна крупная археологическая культура Поволжья. Спасибо, Марк Рустамович. На этом у нас вопросы второго тура завершены. Озвучу итоги первого и второго тура. Айгуль 22 балла, Алина 18 баллов, Тимиркан 11 баллов, Максим 8 баллов, Амелия 3 балла и Артур пока что баллов не набрал. Переходим к третьему туру. Уже по сложившейся традиции будет проходить в формате домашнего задания. Вашим заданием было снять свой видеовопрос в одном из музеев вашего родного города. Участники, вы нажимаете кнопку и выбираете правильный вариант ответа. За это вы получаете 1 балл. А сами вопросы по 5-бальной шкале будут оценивать наши уважаемые эксперты. Начнем мы с Айгуль. Сабинский краеведческий музей открывает двери для своих посетителей с композицией нашего земляка Кадима Замитова. Подлинным шедевром скульптора стал монумент в честь 5-летия суверенитета Республики Татарстан, статуя свободы Хуррият. Такой образ из тюркской мифологии, символизирующий свободу и приносящий удачу, увенчивает 40-метровую стелу Хуррият. Спасибо за вопрос. И первым был Артур. Пожалуйста, ваш ответ. Я предполагаю, что это птица. Эта птица похожа, мне кажется, на орла. Нужно конкретное имя назвать. На данном монументе изображена женщина-птица по имени Умай. Лично знаю Кадым Замитова, и это единственный скульптор татарстанский, чьи скульптурные произведения находятся и в Третьяковской галерее. И далее мы переходим к вопросу Алины. В музее стоят старинные часы, шахматы, книги. Но есть один музыкальный инструмент – любимая мандолина поэта. Вопрос. Для чего Джалиль использовал этот инструмент, кроме как для музицирования дома? Попробую предположить, что для украшения дома. Нет, неправильно. Так. Может быть, ему нравилось играть для своей дочери чулпан? Может, это была какая-то семейная реликвия? Нет, это для сбора и обработки фольклора. Спасибо, Алина. Переходим к вопросу Амелии. Мы находимся в доме-музея известного татарского писателя Шавката Галиева, расположенного в деревне Большие Бакырчи Апастовского района.
Шаукат Галиев опубликовал в общей сложности около 50 произведений. Все мы в детстве читали его произведения о любознательном мальчике Шевали, произведение Камырша. Но особое место занимает произведение «Заяц на зарядке», физзарядка Ясы Куян. Внимание! Вопрос. Чем знаменита эта книга? Айгуль, пожалуйста. Ну, может быть, это была первая книга на татарском языке, которая посвящена физкультуре, спорту. Физкультуре, спорту. Может быть, это та книга, которая посвящена и детям, и взрослым? Спасибо за версии. Амелия, правильный вариант ответа. Шаукат Галиев за эту книгу получил международную премию Ханса Кристиана Андерсена в 1982 году, и он был первым писателем, который получил эту премию. Да, первый татарский писатель, получивший эту премию. Так, спасибо, Амелия, за вопрос, и переходим к вопросу Артура. Здравствуйте! Мы с вами находимся в музее Салиха Сайдашева и татарской музыки. Справа от меня платье народной артистки ТССР Альфии Авзаловой. Как известно, многие артисты татарской эстрады, в том числе и Альфия Авзалова, не обучались в Казани, так как в Казани отсутствовала собственная консерватория. Где же обучались артисты татарской сцены? Каким образом место их обучения повлияло на изменения в костюмах артистов татарской эстрады? Так, Алина, пожалуйста. Возможно, в 1904 году было создано музыкальное училище, и они обучались там. Так, а в музыкальном училище какие еще будут варианты ответов? Артур, пожалуйста, ваш. Они обучались в Московской консерватории, там было специальное татарское отделение. Костюм татарской девушки менялся из такого как бы национального в такое как бы платье, которое было представлено на видео. То есть они начинали не просто стоять на сцене и петь, они начинали двигаться на сцене. Спасибо, Артур, за вопрос. И переходим к следующему вопросу. Вопрос Максима. Этот татарский просветитель 19 века впервые ввел в татарский язык слово «календарь» с использованием 3 систем летоисчисления. В отдельных своих выпусках он рассказал о получении мыли и изготовлении электронных батареек. Так, Алина, пожалуйста. Я думаю, это Каюм Насари. Абсолютно верно. Алина получает 1 балл за правильный ответ. И переходим к вопросу Тимерхана. Федор Шаляпин впервые случайно оказался в Казанском городском театре в 1883 году. Потом он признавался: театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым. Внимание, вопрос. Назовите место, где находился бы этот театр в наше время. Так, вопрос Тимерхана. Артур. Насколько я помню, была театральная аллея как раз-таки. В сторону Национальной библиотеки, получается, поднимаемся через здание Государственного совета. Вот примерно в том районе располагался раньше Большой театр в Казани. Действительно, он располагался в том районе, а если конкретнее, то на площади Свободы современной, напротив современного театра имени Мусы Джалиля. И Артур получает балл за правильный ответ. А сейчас, уважаемые коллеги, нам нужно подвести итоги по результатам третьего тура. Вам необходимо оценить вопросы наших участников по 5-бальной шкале. Первый вопрос. Вопрос Айгуль. 3, 5, 4, 5. Спасибо, коллеги. И далее у нас прозвучал вопрос Алины. 3, 5, 5 и 4. Спасибо. И переходим к вопросу Амелии. 3, 5, 4 и 5 баллов. Следующим у нас был вопрос Артура. 3, 5, 4 и 3 балла. И оценки вопроса Максима. 5, 5, 5 и 3 балла. Ну и последний вопрос. Вопрос Тимерхана. 5, 5, 5 и 4 балла. А сейчас, ребята, подведем общие итоги нашей игры.
Артур набрал 16 баллов, Амелия 20 баллов, Максим 26 баллов. Несмотря на результаты, вы показали прекрасную игру, но с 3 участниками мы сегодня вынуждены расстаться. Тимирхан 30 баллов, Алина 36 баллов и Айгуль 39 баллов. Айгуль, Алина и Тимирхан проходят в финал. Примите наши поздравления. Друзья, благодарим вас за внимание и большой интерес к нашему общему прошлому. До свидания. Я не сильно расстроился, так как не было прям такого чувства, что я пройду финал. Надеюсь, что в следующем году я поучаствую снова и смогу выиграть.